Так, почти собрался. Сейчас вышел в стрим на ютубе. Часа 2, наверное, болтал. Первый раз, наверное, за 5 лет я вышел в стрим. Если не больше, даже, наверное, 6. Наверное, в эмиграции я ни разу даже не выходил. Вот, мне понравилось, интересно с вами, ребятами, общаться. Вот, так что готовлю своему сейчас ответственному этапу этого путешествия. Вот, и надо душик принять, в душ сходить напоследок. Здесь даже такой гайд есть по Dalton Highway. Брошюрка. Тут, в принципе, ничего нового для меня. Как бы, так. Историческая информация вся есть. Вот. Ну, о том, что там самая важная мысль о том, что там ни хера ничего нет. Готовьтесь к этому. Места кемпграунды, где всякие есть. Карта. Возьму ее с собой тоже. Годится. Ну все, я прощаюсь с этим домом. Чариса с Джеральдо, они кататься поехали. Вот я не дождусь. Вот я уже заряжен на дорогу, прям заряжен ехать. Сейчас двери тут закрою. Спасибо этому шикарному дому. Вообще отдохнул я тут за день. Так, я тут вещи у нее кое-какие оставляю. Я сюда еще заеду, у меня других дорог и других альтернатив нету круговых. В любом случае я вернусь в Fairbanks, оставлю там вещи кое-какие, которые мне нужны. Там футболки, всякая фигня, короче, ненужная. Так, вроде все взял. Так, в душ сходил, я побрился даже. Теперь свеженький, чистенький, покупанный. Все, велик готов, мой конь стальной. Нагрузил, все залезло, все нормально. Еды у меня здесь вот по половина, вот два вот этих вот. Даже чуть больше половины, наверное. Еды нормально. Я говорю, на 2 недели мне еды должно хватить, там как бы, если прям не шиковать. Нормально все разделять, распределять, потому что у меня такого опыта никогда, повторюсь, не было экспедиционного. То есть тут сейчас мне экспедиционный опыт нужен в плане того, чтобы ровно еду рассчитывать, сколько мне нужно. Вот. Но я на глаз примерно взял и понимаю. Полиного пуха много, аж в нос залетает. Прям чихать охота. Поля тут вдоль дороги. Нравится мне Геральдика Аляскинская. Большой ковш и полярная звезда. Это кайф. Надеюсь, вы все умеете определять север по полярной звезде. Вот находите большой ковш и 2 вот эти вот крайние... Опа, не видно. 2 крайние звезды снизу и сверху. Вот, и отмеряете 5 отрезков ровно так. 1, 2, 3, 4, 5 и находите полярную звезду. И чертите ровную прямую вниз, и там будет север. Для тех, кто не знал. Образовательный канал от Никиты Тинче. Вот бы такая дорожка до самого севера.
Но нет, это пока пригород Фэрбэнкса. Блин, кипсончик слетел. Оба! Да, вот тот самый трубопровод нефтяной, который с Прудхо-Бэй идет на юг, там в порт, и туда на танкеры выгружаются уже. Вот такая огромная трубен идет. Прикольно было бы телепортироваться по нему, можно было, как в Футураме, так залезаешь, так уп, и туда. Но течение в обратную сторону идет, то есть никак. Да. И вот она вдоль дороги, вот так практически все время вдоль дороги будет идти со мной. По поводу испанца Джеральда, который тоже хостился вместе со мной, он поедет завтра. Так что мы будем пересекаться, может быть, с ним, а может и нет. Я фиг знает, сколько он будет проезжать в день. Так, наверное, одна из последних заправок здесь. Заеду, что-нибудь погрызть, куплю. Напоследок денежку потрачу, пока есть возможность. Hello. Короче, морожку взял из семок. Поем морожку. Раз в месяц можно. Хрен знает, когда я еще поем. Что за фигня там летает, понять не могу. Во. Какой-то неопознанный летающий объект. На месте стоит просто, что-то как флюгер там. Интересно, блин. Реально на месте стоит, не летит, ничего. Как будто бы падает, но не падает. Отблескивает еще солнышко. У кого-то дом просто в свалку превращен. Вот территория. Машины, блядь, вообще. Ой, Собакин там охраняет еще. Офигеть вообще. Вон, возможно, последняя сотовая вышка светится у меня. Сейчас за гору зайду и не будет, наверное, связи. Фух, сейчас такие подъемчики неприятные по горочкам прыгают. Фух, жарко. Вот это точно последний магазин. Вот в него точно заеду, куплю еще что-нибудь. Все, связи нет, связь не ловит. Airplane mode. Сейчас, пока сопочки штурмую, здесь всяких мыслей много, воспоминаний приходят. Вспоминаю, как в Китае, с Владивостока я в Китай попадал, через границу проходил. Вот, я такой прохожу, а те, говорит, нельзя, китайцы, говорят, только на велосипеде нельзя, только на автотранспорте, короче. Вот. И ебись как хочешь. Нельзя, мы тебя не пропустим. И ты такой, и что делать, блин? И пришлось автобусы стопорить, которые там едут с китайцами, и с ними договариваться о цене. Ну, я это к чему веду? А к тому, что никакого сервиса нету. Ну, вот нельзя и все, блин. Нельзя ни пешком. А если ты хочешь пешком на велосипеде, нет. Ебись как хочешь. Я не знаю, находи машину как хочешь, да? И вот здесь, в Америке.
ремонтные работы, но тут обо всех подумали, вот. Если ты на велике, давай тебя загрузим, провезем какой-то, ну, эти строительные работы, тебя как бы пикапнем и дропнем, где нужно. Сервис полный, блин, бесплатно. А на границах даже, вот там в Азии, вот так, ебись как хочешь, короче. Нельзя на велике, да и все. Нельзя пешком на велике. Как хочешь, сам там автобусы стопори, договаривайся с ними. Вот такое вот разное отношение к людям просто. Just will be wait. Yeah. Okay. So one way. Yeah, you're good to keep them in the northbound lane for now. Вот чего-чего, а клопов здесь вообще много. Свежий асфальт, все летит. Намотал битума. Капец тут по битуму, блин. Колеса прилипают, жесть. Кстати, на раме до сих пор следы от битума есть с Ленинградской области. Когда мы там ехали, там тоже дорожный ремонт был. И там прям вот по смоле вот этой вот ехали. И вот до сих пор там есть следы от этого битума. Дорога сейчас шикарная, машин вообще практически нету, трафика. При том, что сегодня суббота, как бы отдыхающие должны ехать, нет. Это направление уже все. И асфальт пока шикарно все. Сейчас вот этот вот путь до Протхо-Бэй, это испытание в первую очередь техники велосипеда, чтобы ничего не подвело. Вот, в себе-то я уверен, как бы, ну что там, проедем, чтобы техника выдержала, металл. Вот. Но в любом случае, эта дорога не в тайгу пешком, да, например. Когда ты идешь не по дороге, где нет инфраструктуры, а я еду именно вот по дороге. Тут все равно кто-то ездит. То есть, если что-то случается непоправимое там, с велосипедом, не дай бог, там, вот, со мной, что-то не могу ехать, вот, там всегда можно застопить и поехать назад. Вот, и многие путешественники так и делают, они до Протхо-Бэй доезжают, а обратно, типа, ну что обратно ехать, они хичхайкят, короче, автостопом обратно в Fairbanks. Ну, что логично, что, в принципе, 2 раза по одной и той же дороге ехать, но ты обратно едешь, обратно это уже другая дорога, получается, обратные другие виды, как бы, я не знаю, как я буду делать, посмотрим на мое состояние, когда я доберусь вот в Протхо-Бэй, там Dead Horse, вот этот вот поселочек. Посмотрим, сколько у меня продуктов там будет всего. Если будет напряг, туго, то можно и постопить назад. О! Мотиков много ездят, байкеры тоже гоняют на Протхо-Бэй. Одни мотики. Сколько они толпами там ездят, я их видел уже. Сейчас уже уши привыкли к тишине. Машин мало, но когда машина появляется, она так уши режет вообще. Просто отвык уже. Тишина такая, вообще даже наушники неохота одевать, потому что не хочется нарушать тишину. Да и плюс надо начеку быть, когда вот такая расслабленная дорога, как раз таки расслабляешься. А тут как бы фуры всякие, больше грузы ездят. Всегда надо слышать все. Много ключей, родников здесь хорошо. Но у меня воды много. На подъеме сейчас комары уже одолевают. Не успеваю. Блин, охренеть их много. Комары остановиться не дают. Только остановишься. Даже вот за мной летят. Подгоняют меня в горочку. Офигеть, их дофига здесь уже. Фу! Наконец-то спуск, блин. Я этот перевальчик задолбался. Меня закусали нахер. Все.
Надо одевать что-нибудь. Далтон Хайвей начинается через 46 миль. Это еще не Далтон Хайвей пока. Сейчас сопки 100% как в Забайкальском крае. Спуски очень резкие такие, крутые и опасные. Надо смотреть, чтобы там таких ям не было. Потому что велик тяжелый, подпрыгивать начинает очень сильно. Расколбас, короче, начинается. Вот, и поэтому внимательным очень надо быть. Даже шлем одел. Что, зря взял, что ли? Пух, капздец, подъемчик. Охренеть. Что-то мне он сразу не понравился. Да, глаза боятся, а ноги делают. Почти забрался. Фу, вроде нашел место, тут палаточку поставлю. Хорошо на комарник купил, вообще нормально. Сейчас будем ставить палаточку. Куртку одел, чтобы не кусали, а штаны эти тонкие, но они не прокусываются. Вот там попшикал репеллентом. Вот, сейчас комары будут мне задавать режим распорядок дня, точнее. Теперь я дневать не буду, как раньше. Я днем мог посидеть, полежать, покушать нормально от пуза. Сейчас я буду готовить вечером и утром. Хочу я этого или нет. Хотя я не люблю как бы особо. Ну, вечером я кушаю, да, но утром не особо. А сейчас буду все вместе делать, вместе со сбором палатки. Раз уж я вылезаю, экипируюсь против комаров, буду сразу все делать скопом. И палатку собирать, и кушать готовить. Потому что третьего не дано, как бы говорится. Обедать я буду долбить 50. Сегодня, кстати, 50 проехал. Вот до Талова буду просто 50 долбить и ставить палатку и кушать. Ой, сейчас лес сухой, пожароопасный, надо внимательным быть. Прям все сухое. Чабреца взял. Чай с чабрецом буду. Сегодня рисовая кашка с мясом. Фух, все, залез в палаточку. Сейчас покушаю. Семок погрызу. Чай попью там. Чай греется. Хорошо. Все отмеряем. Вот. В день вот по такой штучке. Нормально. Ничего сразу не съедаем, а так хочется. Но нельзя. Тут у нас экспедиция прям. Комары здесь такие огромные, вот не могу привыкнуть к ним. Но это хорошо, их легче ловить, что они огромные. Их как-то не воспринимаешь, как вот во Флориде. Они маленькие, там раза в 3 меньше. Вообще невидимые. А здесь вон такие лоси летают. Медленно так. Ждут своего часа. Все, доброе утро. Проснулся, сейчас овсяночки приготовлю, покушаю. Погодка такая хорошая, солнышка сегодня нету, какие-то облачка затянули, не знаю, как по погоде будет. Я даже сейчас не знаю вообще, вот все там 10 дней, сколько я буду ехать, вообще погоду не буду знать. Чисто на глаз все по ощущениям буду ориентироваться. Вот. Но пока хорошо, такой ветерок идет, он как бы и комаров немножко раздувает. И он вроде бы еще и попутный. Притом здесь вдоль дороги проходит кабель NTNT-шный под землей. Вот тут везде вот такое. Но интернета нету вдоль дороги. Вот он и тянется до Продо Бэй. Потому что там интернет есть. Ну там он, конечно, может и спутниковый быть. Но не знаю, он вроде бы идет вдоль дороги везде.
А я на самом деле без интернета, без связи вообще кайфую. Нету лишнего повода зайти в какую-нибудь соцсеть, там потерять время, внимание свое. Вообще кайф. Сейчас просто мало мест, где вообще без интернета можно быть на самом деле. Это счастье, что нет интернета здесь. И я сейчас вспоминаю время, 2017 год, как раз в Восточном Кочеве, когда на Алтае я жил у Михалыча, застрял у Михалыча там. Жил какое-то долгое время. Вот. И я вспоминаю, блин, там вот какое-то особенное место было. И я вот сейчас думаю, а это особенное место было в том, что там не было интернета просто. Вот ты живешь, там и не было интернета. Ты не отвлекаешься ни на какую технику, смартфоны. То есть это все бесполезным становится. Вот. И вот любое место особенным делает именно отсутствие интернета. И вот там вот так и было. Я вспоминаю, блин, там, чтобы поехать за интернетом, чтобы найти интернет, надо было на перевал поехать. И то там было, там ловило там так слабо, что там смс-ка максимум, что можно было отправить. Там, ну, позвонить там и то еле-еле. Ну вот, поэтому отсутствие интернета красит место. Ты просто не отвлекаешься ни на что. Поехали! Фу! От комаров. Вот сейчас спуск у меня будет сразу. Опять ремонты дороги тут латают везде. А, окей. Ага. Окей. It's just a couple miles. Just, I can go right now? Yeah. Okay. Maybe he might help you load up there. Yeah, 1 second. Hello. I check that. Oh, just I will talk to Justin about that. Yeah. Miles, yeah. that side. Up. Whichever side you want. Up. And Ну вот опять меня пару миль подвезли. Хотя там можно было бы и самому проехать по-хорошему. Прикольно, чувак говорит это. Вчера одна пара из Франции проезжала. Сегодня я. Я ему сказал, что там из Испании чувак должен еще ехать. Сегодня или завтра мимо него. Так что впереди меня тоже там едут. Еще чувак смешной, говорит, люди вот, говорит, едут, велопутешественники, фокусируются только на дороге и типа не наслаждаются природой вокруг. Я говорю, тут, блин, с комарами особо не расфокусируешься, блин, не расслабишься. Как бы тут даже и мысли нету куда-то пойти в сторону по какому-то... Тут трейлов-то и нет. Не знаю, только если любителем охотников быть или рыболовом, да. А так тусоваться там по лесам с таким количеством комаров как-то особо желания нету. В емах тут надо смотреть источники, роднички. Вот тут слева с пригорка должны вытекать. По крайней мере, я часто видел, воду надо набрать. Сейчас на ветер вообще пофиг. Хоть встречный, хоть поперечный. Он хоть комаров будет разгонять немножко. Вот как сейчас. Полегче. И обдувает. А то в этой курточке-то жарко ехать, а если ее снять, они на спину садятся, кусают там спокойно. Одену другую водолазку, может, ее прокусывать не будут. Может, вот с этой лучше будет. Жарко сейчас. И солнышко вылезло. О, ручеек вдоль дороги течет.
Значит, где-то родничок вытекает. Надо посмотреть, где исток. И набрать водицы. О, палатка тут стоит. Прикольно. Ни велосипеда, ничего не вижу. Интересно, кто это. Не Джеральдо там случайно. Блин. Облом на спуске тут. Не разгонишься теперь. Гравийка. Ёпарасоте, а. Ну все, походу, гравийка началась. Просто я конкретно не знал, откуда она начнется. Вот где-то 70 миль, грубо говоря, от Fairbanks начинается гравийка. И теперь основную сложность представляют не подъемы, а спуски. Вот сейчас вот я весь спуск на тормозах проехал, прям устал. Тормоза держать. Хорошо, я колодок много взял с собой. Думал, нафиг мне столько, не, пригодятся, наверное. Потому что сейчас по сопкам таким гравийным прыгать. Такое себе удовольствие. Не, рано я асфальт списал, он начинается. То есть весь спуск не было асфальта. Блин, тут тайга вообще бескрайняя. Без признаков инфраструктуры, чисто вот дорога только и тайга. О, пикап сейчас проехал с великами груженный. Кто-то решил застопить куда-то. Может, до Протхо-Бэй, я даже не знаю. Может, и французы это были. Hello мне кричали. Интересно. Блин, самый кайф, когда вот такая открытая местность, такой легенький спуск. Чуть-чуть подкручиваешь. Не резкий спуск, потому что, блин, опасные эти резкие спуски здесь. Потому что дорожное покрытие не идеальное, и где-то можно, ну, поднапрячься нужно. В общем, потерять управление можно в легкую на тяжелом велике. О, там ручьи какие-то. Блин, я вижу здесь очень много голубики. Должно быть черники. Это ж тайга, но еще рано для этого. Наверное, через месяц будет вот самое то. Потому что ягодами я бы сейчас питался бы. Ох. Обжирался бы просто. А вот я вижу следы велосипеда. Вон, на камеру видно, нет, не знаю. Вот бороздка такая тоненькая идет. Как будто прям вот-вот передо мной проехали. Вообще, на самом деле, неплохо до туда доехать автостопом, до Продо-Бэй, и оттуда уже начать дорогу на юг. Потому что там панамериканское шоссе начинается, то есть можно до Патагонии до нее доехать. И вот кто хочет проехать, как бы планирует вот это Панамерика сделать, как раз таки логично доехать до туда автостопом и оттуда уже на велосипеде начать свой маршрут на юг. А вон чистые ручейки там текут, из земли вытекают родники. Пойдем наберем. Опа. О, должна быть чистая здесь. Набрал, даже фильтровать не буду, прям холодненькая. Вообще четкая. Так, изотоника обязательно. Попеременно то гравийка, то асфальт идет. Пока так. Накомарник тут нашел на обочине. Кто-то потерял. Возьму, пригодится, хотя у меня есть. Фу. Все, начинается отсюда официально. Далтон Хайвей. Типа самая сложная часть путешествия. Самая сложная часть этого пути вообще, типа. Вот, капец, тут все наклейками путешественники разные понатыкали. Как-то там даже умудрились. А, наверное, машину просто ставили сюда, да, залезали. Кто на ваши наклейки смотрит, я не знаю. Что-то тут миллион наклеек, блин.
все-таки посмотрел наклеечки. В основном все мотоциклисты. Вот. Только они могут таким заниматься. Ездить везде, наклеечки клеить. Но честно, я прям завидую немножко даже, кто на моторе едет. Я бы сейчас на машине бы с удовольствием бы здесь поехал бы. Не, я люблю велосипед, все дела. Он просто когда-то много горочек, вот так вот комары, немножко все равно подзадалбливает, как бы, и ты иногда так с завистью смотришь, те, кто на машине ездит. Просто я знаю, что такое на машине путешествовать, как бы сам так вот ездил в прошлом году, открыл для себя это. Это прикольно. И на мотике тоже прикольно, я бы тоже на мотике бы поехал. Может, когда-нибудь, не знаю. Ну, здесь уже, походу, официально начинается гравийка. Вот. С включенными фарами все машины должны быть. Следующие 425 миль. Что, поехали. Пошла тут пылюга вообще. С фурами. И вот так все. Сколько там? 425 миль. Сейчас здесь по грунтам главное, чтобы резина справилась. Фух. Да вообще, чтобы техника справилась в целом. О. Welcome to the Dalton Highway. Спасибо. Этот Джеймс Далтон, это инженер, в общем, заслуженный. Вот в честь него трассу назвали. Он тут осваивал там месторождения всякие. Очень интересный дядька был. Конечно, комарам тут и пылюга еще добавилась. Это ужас. В подъемы, ну вот я стою, жду, пока рассеется это все, потому что дышать этим пылью неохота. Да, есть на земле и поприятнее места, конечно. Очень резкие подъемы начались, они еще грунтовые, прям некомфортно подниматься, еще и комары доколебывают. Трындец, блин, конечно, ввязался я. Веселое приключение. Смотрел карту высот, ровных плоских участков вообще не будет. Перевал за перевалом вот так вот скачет. Подъемы, ну, собственно, что вот с Фэрбэнкса так и идет. По всем, все хребты собираешь. Тяжелая дорога, конечно. Там Джеральдо, испанец, за мной. Наверное, вообще... Потому что я-то, ладно, еще вкатанный. А он-то еще не вкатанный, он прилетел только. Вот, сейчас еще вкатываться ему надо будет, он там прихереет. Я-то уже немножко форму набрал, как бы 10 дней в пути был. Вот тот самый трубопровод. Нефть качается, бабки мутятся. Менталка, конечно, тут сильная нужна, чтобы вот это все преодолевать. И это только старт. Потому что все против тебя. Тут комары, грунтовка, пылюга, подъемы, блин. Все вообще тебя пытается повернуть повернуть тебя назад, типа такой, бля. И я что-то сомневаюсь, что у меня получится по 50 миль в день по такой дороге сделать. Я вот сегодня уже 32 проехал, ну, большую часть из которых по асфальту, я, честно, уже устал. И на самом деле мне этот Prado Bay, он нахер не нужен. Преодолевать что-то, мне уже давно это нафиг не нужно ничего. Кому-то что-то доказывать, себе доказывать. Да что мне доказывать? И уже все о себе знаю в плане, что я могу. Вот. Просто обычно вот путешественники берут вот такие сложные маршруты, чтобы потом кичиться этим всю жизнь. Типа вот я проехал там на Аляске, там до Prado Bay. Это базара нет, это круто, конечно, проехать. Но в целом я вот сейчас хочу просто кайфовать от дороги. То есть я не хочу мучиться, там страдать как-то. Вот, ну так получается просто иногда, да. Но в целом как бы мне это вообще не нужно, что-то кому-то доказывать. Хочу кайфовать от природы, встать где-нибудь с палаточкой, там возле речки. Вот как было первую часть маршрута до Фэрбэнкса, вообще офигенно. Как бы ничего такого не задалбливало тебя. Едешь, красоты, горы.
Все, а что еще надо, как бы? А вот что-то там доказывать, проехать там. Поэтому я могу в любой момент развернуться, как бы поехать, мне вообще похер. Я не ставлю себе задачу там доехать любой ценой там до Продо Бэй. Пока едется, еду, как бы не будет ехаться, так решу, поеду назад. Вообще не сложно, как бы. Плевать вообще. Вот. Просто, а что бы не съездить, посмотреть. Интересно. Вон там мотики едут за мной. Собака там даже. В общем, гнать я никуда не буду так. Некуда мне спешить. Скоро будет река Юкон, великая река Аляскинская. Вот я попробую там вообще закемпиться где-нибудь, порыбачить. Вот, потом потусоваться. Дальше уже посмотрим. Вот тут комаров вообще трындец еще больше. Тут еще пылюга рядом с дорогой. Ну. Тут под этим проеду. Оба! Это дорога к этому нефтепроводу. Просто рядом с дорогой там везде пыльный трындец. Не хочу в пыли там быть. Чуть-чуть углубиться надо. Так, сейчас немножко расчистить место надо для костра. Сухой весь мох вообще, дождей давно не было. Ух, как холодно там под ним. Ух, какая гречечка с мясом получилась, с джерки. Класс. Дождик пошел еще. Покапал. Блин, ложку сломалась пластиковая моя. Беспонтовая все-таки пластик. Она дает некоторое интересное преимущество уже в более пожилом возрасте. Когда были сделаны выводы о том, что... Сейчас вышел за водой, воды набрать. Тут там вроде ручей недалеко был. У меня вода закончилась. Это ужас, конечно, ребята. Ну, комаров просто тьма нахер. Я не знаю. Это уже хуже Новосибирской области. Капздец. Я извиняюсь за подробности. Даже в туалет нормально не сходить. Просто не пописать даже. Это ужас нахер. Там не говорю по-большому, там там облепят сразу нахер. Какая-то речечка маленькая даже, но она вся грязная. Не знаю, набрал такая немножко коричневая вода. Надеюсь, нормально будет. Потому что тогда вот с ручья последний раз, когда я набрал, и меня немножко пропучило. Надеюсь, сейчас, может, нормально будет.